переводе с адыгского языка «драгоценный камень». Сегодня это слово ассоциируется с одним из самых титулованных хореографических коллективов нашей страны. Название, данное когда-то молодому ансамблю, оказалось пророческим. Далекий 1936 год. Решением Адыгейского обкома партии в Майкопе создан ансамбль песни и пляски. Возглавил коллектив директор Абдул Биджашев и художественный руководитель Шабан Кубов. Артистов собирали по всей Адыгее. Это были талантливые, самобытные музыканты и танцовщики. Ибрагим Тимизок, Зульхаджет Чичева, Сагит Бишкок и другие. С началом Великой Отечественной войны работа ансамбля была приостановлена и возобновилась в 1946 году, когда был произведен набор артистов для возрождаемого коллектива. Удалось собрать плеяду уникальных творческих личностей: Масхуд Бишкок, Умарт Хабисимов, Ериджип Мамий, Юсуф Хаджаев, чьи имена и по сей день звучат как символы адыгской культуры. В 1950 году произошло очередное обновление творческого состава ансамбля песни и пляски. Гиса Чич, Юрий Чич, Числав Анзароков, Шхамчерей Туов, Ибрагим Курашинов, Али Тимзок и другие артисты вывели работу ансамбля на новый, более профессиональный уровень. Достижения этого состава ансамбля были столь велики, что в декаде литературы и искусства Адыгейской и Карачаево-Черкесской автономных областей в Москве в 1957 году, посвященной 400-летию присоединения адыгских народов к России, основным номером творческой программы было выступление Адыгейского ансамбля песни и пляски. Следующая важная веха в истории ансамбля связана с 1971 годом, когда исполнительный комитет Краснодарского краевого совета депутатов трудящихся по инициативе Адыгейского облисполкома обратился в Министерство культуры РСФСР с предложением о создании ансамбля танца. Это предложение было одобрено, и в августе того же года был подписан приказ об организации ансамбля, в состав которого вошли выпускники трехгодичной студии Тбилисского государственного хореографического училища и Майкопской студии под руководством Масхуда Бишкока и Николая Игнатенко. Директором и главным балетмейстером был назначен Масхуд Бишкок, а на должность балетмейстера был приглашен Григорий Гальперин. 20 мая 1972 года Адыгейский государственный ансамбль народного танца сдал свою первую программу на оценку «Отлично». Многие представители того поистине звездного состава стали основателями творческих династий Куловых, Хаджаевых, Басте, Хасиновых, Гучеты, Барчо, Мамиёк и других. Следующее поколение артистов ансамбля, возглавляемого Амирбием Куловым, не только сохранило, но и приумножило славу коллектива. Имена Адама Алибердова, Мухаммеда Эмиры Куловых, Аслана и Римана Митоковых, Владислава Тхаркаха, Аскера Гучетля, Марины Гучетль стали олицетворением творческого взлета и больших достижений. И группа молодых артистов, пополнивших творческий состав ансамбля, была также талантлива и профессиональна. Айдамир Нанис, Руслан Абдоков, Схадби Берзегов, Зарема Намитокова, Виктория Едиджи, Ирина Абдокова, Санията Либердова, Тамара Схаплок и многие другие внесли значительный вклад в работу коллектива.
1996 год был знаковым для ансамбля. После блистательного выступления в рамках Дней культуры Адыгеи в Москве коллективу было присвоено высокое звание «академический». В том же 1996 году за неоценимый вклад в сохранение, развитие и пропаганду адыгской народной культуры Нальмес удостоен высочайшей награды нашей республики медали «Слава Адыгеи». Начало нового столетия совпало с началом новейшей истории ансамбля. В качестве директора и художественного руководителя в коллектив пришли блестящие в прошлом танцовщики Азамат Басте и Мухаммед Кулов. Новые руководители, которые осознавали необходимость строить работу ансамбля с учетом современных требований. Нальмес совершил очередной взлет. Зажглись новые звезды: Анжелика Хакуй, Батурай Шагуч, Адам Бахов, Руслан Ашинов, Айдемир и Мурадин Куловы. Они с честью держали высокую планку мастерства, заданную предшественниками. В 2013 году ансамбль возглавил представитель известной танцевальной династии Хаджаевых Аслан Хаджаев. И Нальмес снова устремился ввысь. Зазвучали новые имена: Диана Берзегова, Гушау Едыч, Мурат Киясов, Артур Абидов, Сусана и Беслан Цимбулетовы, Пшимав Хажоков, Зарема и Магомед Намитоковы, Суанда Меритукова, Белла Ахтаува, Джанета Киржинова и другие. Впервые в Адыгейском республиканском колледже искусств обучаются студенты отделения хореографии специально для ансамбля. Репертуар обогатился новыми танцами, постановками, созданными для участия в мероприятиях, которые проводятся правительством Российской Федерации. Реализованы уникальные совместные проекты с артистами Московского цирка на Цветном бульваре. Ансамбль проводит свой хореографический фестиваль, является бессменным организатором и участником государственных праздников нашей республики: Дня адыгского флага и Дня национального адыгского черкесского костюма. Особого внимания заслуживает выступление ансамбля в мероприятиях, проходивших в рамках Олимпиады 2014 года в Сочи, а также продолжительные гастроли в Китае. В 2016 году ансамбль был удостоен высшей награды братской Абхазии ордена «Честь и слава третьей степени». Вся история ансамбля состоит из имен тех, кто своим талантом, неустанным трудом и упорством ковал его славу. В разные годы балетмейстерами работали талантливые хореографы Хаджисмел Варзиев, Хашир Дашуев, Григорий Гальперин, Мурадин Хаджаев. Музыкальная группа всегда соответствовала танцовщикам в мастерстве и одаренности. Имена Керима Тлицерука, Валентина Маньшина, Чеслава Анзарокова, Юрия Чирга, Шхамчирия Туува, Аскера Ганижука, Галима Зубаила, Нафисе Ташиновой, Залима Иругова, Фатимы Духу, Анзора Жудова были и остаются знаком высочайшего профессионализма. Сотни человек своим повседневным трудом одну за другой писали страницы истории этого коллектива. Работа ансамбля «Нальмес» набирает оборот. Практически каждый день автобус, который подарен правительством Адыгеи, увозит артистов на очередной концерт. Меняются страны, города, сценические площадки. Но неизменным остается ослепительный блеск сокровища адыгской культуры ансамбля
Нальмес.